Это ты сюда приедь и посмотри. В новом задании от проекта «Битва блогеров» мне досталась тема нелегального слива отходов. Тема достаточно серьезная, и я должен был встретиться со своим напарником. Но что-то пошло не так. Вы пиццу привезли? Да, но тебе не осталось. Где мой напарник? Теперь я твой напарник. Едем в засаду. Чур, я за рулем. Твой напарник тоже был за рулем. Руслан, мы на месте? Пока никого? Никого. Давай, может, поиграем в камень, ножницы, бумагу. Ну, почему бы нет? Хорошая игра. Давай. Камень, ножницы, бумага. УЕФА. Давай больше не будем. Хай. Никто больше. Ни Фернандо, ни Артуро. Никто, Виктор. Только ты. Неужели мысли выше? Держи мою руку крепче и не отпускай, и не отпускай. А это кто поет? Хорошая песня. Здравствуйте. Руслан Чиров, да? Да. А можете меня сфотографировать с мотоков? Конечно. Опа, попались. Руслан, вставай. Здравствуйте. Вот еще же вторая фекалка подъезжала, да? Ну, А он что, уехал? я не знаю, может что-то заподозрил, может уже... А так сама сливная станция, в смысле до нее далеко ехать, да? Ну, она получается на Дыркалахе. На Дыркалахе, это поняли, да, где? В конце города. И вот если в днем или вот вечером, сейчас пик, туда пока доберешься, это просто капец, часа 2 едешь. Я думаю, из этой причины все как бы ищут вот эти вот колодцы, я не знаю. Основная такая причина. Да, что по пробкам, вот еще жара же была, невозможно было. Тут все из-за топлива начинается. То есть груженная фекалка, это было. Конечно, естественно. Я вот на газу, да, я бывало в день, ну как бы газ вроде экономичный, все равно там туда-сюда, ну, но у меня бывало заправки на день не хватает. Вот из-за того, что из-за пробок едешь, газуешь. Предупрежденная фекалка сейчас будет двигаться дальше, не будет заезжать на это место. Попробуем за ней проследить.
Узнав о засаде, груженный фекалиями автомобиль не стал сливаться в этом месте. Решено было за ним проследить, и он, зная, что мы на хвосте, выдвинулся в сторону сливной станции. С септиков машины сливаются, приходят на сливную станцию. Ну, сейчас видите, машины сливаются в лоток. Здесь прием происходит фекальных вод. Дальше по лотку вода заходит в первое здание, где происходит механическая очистка. Проходит через решетки песколовки. То есть получается грубая очистка. Вот видишь, она сейчас поднимает, скребет, как скребок. Поднимает и сбрасывает в контейнер. Тут песок оседает. Далее после приема воды из приемной камеры с первого здания насосами перекачивается в емкости накопителей во втором здании. Каждая емкость по 3000 кубов. В ночной период она перекачивается на станцию биологической очистки сточных вод. То есть получается вся вода из фекальников забирается и отправляется на очистку. Почему же проблема нелегального слива отходов стоит так остро? В первую очередь от этого страдают жители нашего города. Давайте спросим их мнение по этому поводу. И им сколько раз говорили, мы заявления писали, и все равно они потом одно время перекрыли эту яму, а потом они опять начали сливать. И постоянно проходим, говорю, вы почему сюда сливаете? Все равно сливают. Так они же большие машины приезжают сюда, постоянно. Один выехал, другой заехал, выехал, заехал. Прямо конвейером? Да, не конвейером, да. Один уехал, смотришь, уже другой сегодня. Они очень много сюда выливают. Видно, вот которые тут где-то чистят, и вот они сюда поближе. Ну вот с Сергеляка, да, наверное, вот они сюда. Ну, у нас вот постоянно приезжают машины фекальные, сливают свою канализацию, всю воду эту страшную. А потом вот это вот запах этой грязной воды заходит в дом, пахнет потом жутко. В мэрию писали письма, потом сами уже запугивали, фотографировали и тоже вот так же письмо писали. Обычно они ночью, где-то вот часов 12, могут и попозже, но я вот 12 часов ловила, по-моему, 2 даже. Одного я прогнала, сразу убежал. А второй он слился, а потом только уже уехал. Да нам как бы достаточно будет решения проблемы это открыть, я не знаю, одну или 2 сливные станции, все. И проблем у нас не будет с канализационными люками, то, что мы туда сливаем, и еще что-то либо. Ну и, конечно же, тариф этот как-то убавить, я не знаю, за что такая цена вообще, за конская цена такая. Как вот сегодня говорят, был бунт. Бунта не было. Они хотели, чтобы мы приехали на сливную станцию. Мы туда приехали. Было написано то, что 30 машин. Они сами это говорили. Сами это подтвердили. Все то, что 30 машин одновременно. И там половина машин, 15 машин всего было. И не выдержала сливная станция этого. И водоканал сам же начал оправдываться о том, что вот они устроили бунт. Это не было никакого бунта. Они хотели, чтобы мы приехали. Мы приехали. Без никакой-либо агрессии. Запускали нас под шлагбаумом. Женщина сама стояла, открывала нам шлагбаум каждому водителю. Не было никакого через встречного движения, либо еще что-то. Это было все дружелюбно, без никакой-либо агрессии. Давайте посмотрим на расходы водителя ассенизаторского автомобиля при условии одного заказа в день. Топливо 795 рублей, слив 748 рублей, налоги индивидуального предпринимателя 120 рублей в день, ДАПОК, специальное разрешение на перевозку опасных грузов плюс лицензия 32 рубля в день, износ автомобиля, амортизация, резина 167 рублей в день, машинное масло 50 рублей в рейс, стоимость самого автомобиля 584 рубля в день, расходные материалы, шланги 21 рубль в день. Итого мы получаем 2516 рублей в день без учета гаража на зимний период, запчастей на ремонт автомобиля и рекламы в средствах массовой информации. Вывод можно сделать такой. Нулевой доход, если работать по всем правилам и требованиям, получается при минимум 2 заказах в день при ежедневной работе. На мой взгляд, решением данной проблемы действительно могла бы стать установка дополнительных точек приема фекальных вод в черте города, в местах, где поблизости нет жилых домов. Это решение положительно бы сыграло как в сторону водителей ассенизаторских автомобилей, так и в сторону жителей нашего города. В нашем видеоролике мы не хотели никого наказывать и превращать его в спецоперацию. Цель нашего ролика – привлечь ваше внимание к этой проблеме. Будьте здоровы, друзья. До новых встреч!